Добрый вечер всем пришедшим. Так, начнем, наверное, с все-таки пейзажной лирики. Августовский вечер шелестит листвой, еще 20 дней и осень. Успокоит, остудит прибой и не тронет только зелень сосен. Через 20 дней моя пора и мои любимые оттенки. Осень скоротает вечера и проводит в зимние застенки. 20 дней цикадных серенад перед окончательным финалом. И пойдет сезон дождливый в Астана, а пока что лето правит балом. Молитва. Помоги мне себя не терять и тебя не терять в себе. Помоги на ногах устоять в каждой буре или борьбе. Помоги мне смиренно принять, что самой не дано изменить. Помоги на других не пенять, в чем себя лишь и надо винить. Отведи от гордыни и лжи, и от зла, что снаружи извне. Помогай, направляй, укажи, да пребудь всегда светом во мне. Моим друзьям. Эти люди смотрят на выворот, наизнанку, наоборот. Суррогат этим взглядом выпорот и заткнут в бездарности рот. Эти люди смешнее и проще, а еще ценнее всех. Им знакомо, как это, горше, и какой он на ощупь грех. Эти люди со мной в экзосферу, а потом зарылу на дно. Пробуждали лучшую веру и смирение, где суждено. Они со мной строили Трою и подожгли Карфаген. С ними узнала, что стою, отдаю, обретаю взамен. Прошли со мной все круги ада и были у райских ворот. Мы с ними друг другу награда и птицы похожих пород. Толпа. Эта толпа бездыханных душ и жареющих тел хвалит абсурд такой жизни, коей никто не хотел. Сбивается в гурт, шаблонно обтесывая судьбу. Отличаться, тем паче заявлять о табу. Здесь горизонты упираются в чужое эго, тупое «я». Бог не покинул лишь простого пахаря и рыбаря. В ком гордыня сильна, тот стремится всех прочих кормить с руки. В ком ее нет, возвращается к Богу или странникам за пески. Каждый второй распявший, каждый пятый Пилат, прокуратор, судья. Осуждает других, забывая про сальность собственного белья. Простые, чистые, цельные, Боже, прости, не в чести. Фальшивка и прель, испытанием каждого на пути. Но пока единицы, ком Божья крупица, зорницей есть, с этим миром можно смириться, да и всякое перенести. Рецепт. За любое добро благодарствуй. Чтоб не случилось, улыбайся, ровно дыши. Других принимай как равных, не паству. Держи под рукой бумагу и карандаши. Принимай рассвет и закат как подарок. Доверяй лишь свои, любовь и от дома ключи. Держи спину прямо, пиши без помарок. Если есть что сказать, то слушай и чаще молчи. Стая. Слышишь? Где-то плачет больной ребенок, где-то поскуливает выброшенный щенок. Бессердечность глуха и портит с пеленок. Каждый особый, если цельным остаться смог. Слышишь? Глаз вопиющего тонет в пустыне. Стариков одиночество кашлем царапает ночь. Слышишь, как в венах кровь от бессилия стынет, когда хочешь и не можешь страждущему помочь. Слышишь, живущий в стае, это разноголосие? Научись сперва слышать и только потом лишь судить. Если глух ты, когда тебя о помощи просят, то не в стае ты, в стане, больше не о чем говорить. Просто. Все на свете просто. Научись молчать, не просить о помощи, не кормиться с рук. Среди плевел слов зерна отличать. Глиной быть, оброненной на гончарный круг. Под его ладонь быть готовым в печь, в тиски. Говорить о главном, видеть Божий след. Не обманывать себя, не топтать ростки. В каждом маленьком ребенке видеть свет. Все на свете просто. Благодарный будь за добро, как и за шрам от ножей в спине. Счастье просто-напросто не пункт, а путь, пока он не растворится в Божьей тишине. Ну и напоследок хочу пожелать всем пришедшим желательное.
Дай вам Бог не узнать одиночества, болезни, обмана, предательства. Еще в жизни пусть многого хочется, в вашу пользу всегда обстоятельства. И здоровье в словах и в наличии, кошелек пусть трещит от достатка. Будьте счастливы до неприличия, жизнь любите до дна, без остатка. Пусть друзья будут рядом надежные, дети, внуки Всевышним хранимые. От дурного, злого и ложного, для несчастья неуязвимые. Не страшит пускай вас неизвестное. Можно все, только было бы желание. Пусть хранят вас все силы небесные. Вот такие мои пожелания. Рождение солнца и снова закат, и в танце мысли кружатся, дождь и молния, и грома раскат, да и к ногам своим прижаться. Навстречу жизни, навстречу ветру, иду, бегу и снова танцую. Навстречу любви, навстречу свету, my life, тебе я тяну. Я раньше так не любила, всю душу настежь раскрыв, в глазах твоих тонула, сходу спрыгнув в обрыв. В душе моей поселился, в долине сердца живешь, в меня ты словно вселился, в крови моей плывешь. Аромат востока, карие глаза, дервиши, истоки, чистая душа, с привкусами кофе, каплями росы. Дай же мне напиться, где же мой кувшин? Шепот волн и пены шелест, с гор сползают облака, легкой дымкой горы стелет, смотрят мудро свысока. Это Ялты воздух манит, чайки, воздух и свобода. Ясность, легкость людям дарит ее нежная природа. Обвиваясь, тянет к солнцу стебель, плод свой виноград. И чарует взгляд воспевший, вновь аллеет тут гранат. Как же близок и приятен Ялты берег, шелест волн, взглядом, чувством необъятен, святым таинством он полон. Я запомню воздух этот, брызги волн и водопада. Ялта манит меня светом, знаю, тут моя отрада. Глубоко внутри сердца колотится, рвется, зовет. Движение руки вместе, нежность, тепло отдает. Вдох, выдох, дыхание, одно на двоих теперь. Глоток, глоток, воздух, сколько его, примерь. Летнее, время измерено, стук каблуков, запах малины, арбузов, цветов, шелестом моря, песня луны, что на песке оставляет следы. Время измерено сладостью снов, святость рассвета, что без оков, радости встреч и объятий тепло, утренний кофе, солнце в окно. Сколько
Столько лет мы одни брели, открыв руки навстречу. Мне не стыдно, ведь мы правы, есть право навстречу. Нам дано идти впереди, спиной чувствуя взгляд, сквозь года и людей среди, и любви, что кому-то яд. У меня есть также пару хокку. Ласточки летают, скоро и я взмахну крыльями. Деревья молчат, только речка журчит, что знает. Да, ты в сердце заглянул и навсегда остался. Ты будь жара или холод, сильней ко мне прижался. Ты сила и опора мне, ты солнце луч во тьме, ты дар бесценный свыше, и муж теперь ты мне. Летели облака, летели, на море свысока глядели, нам о любви ветра пропели, и к берегу слова летели. Пройдут ветра, снега, метели, растают холода в капели, прогонит нас весна с постели, нам птицы о любви пропели. Летели облака, летели. Есть по звездам пути необъятные, лишь для тех, кто уж понял их суть. И для мудрых порой непонятные, но глупым какая-то муть. Ты послушайся сердца, что жмурится, шепот звезд, как подсказку прими. Начал путь, так не надо сутулиться, лишь идти, идти, идти. И напоследок. Не стой, беги, действуй, лети через преграды и время, как будто так есть всегда. Не помни, переживания, споры, время. Время ушло, как вода, а новое зашло, как семя. Şimdi söz çok konkurslarının, dünyaca meşhur konkurslarının laureatı Lila Fruz Abibulayeva'ya söz vermek istedim. Который приехал в Крым в 1975 году и умер здесь, в Крыму, в 1979 году. И вот эти письма, где все описывается, как жили тогда крымские татары в Крыму, все очень подробно. Я, конечно, не смогла обойти это стороной и написала стихотворение, которое называется «Письма с Крыма». Здравствуйте, мои дорогие! Привет вам из Крыма шлю. У меня сейчас дни такие, как будто все время бегу. Я бегу от хлопнувшей двери, от прицела холодных глаз. Мы здесь словно дикие звери, и охота идет на нас. А меня догоняют вести. Этот выслан, а тот в тюрьме. Какая-то черная бестия. Не насытится этой игре. Не пропишут, не пожалеют и сравняют хибару с землей. Горячая мысль холодеет под тяжелой свинцовой пятой. Пальцы колят дикий шиповник. Мы его соберем с семьей. Нас уже никто не прогонит. Мы вернулись к себе домой. Здравствуйте, мои дорогие! Вы меня извините, что
что я вас такой вечер хороший на такую тему переключила. Давайте я что-нибудь другое прочту. Шуточное. Шуточное. Я вот, когда у нас были выборы, помню, в мае, по-моему, или в июне, вот последние выборы, и мне в этот день нужно было срочно попасть в Ялту. Ну, выборы. Все совсем в разных местах, уголках. В общем, было все это очень неудобно, но на выборы я попала. А когда я очень долго-долго добиралась из Симферополя, наконец я поймала машину, и водитель крымский татарин, молодой мужчина, я, значит, сажусь такая вдохновенная, говорю: вы уже проголосовали? Он говорит: нет. Я говорю: а почему? Как учительница, знаете? Он мне говорит: да мне некогда, я работаю. Я говорю: ну вы же на машине. Уже вам трудно, заедьте, проголосуйте. Он говорит: ну лето, знаете, как-то вот, ну вот если в другое время года, я бы вот, может быть, еще заехала. Мне так стало обидно, вот досадно, ну ничего больше не сказала, а вот я шла домой, написала стихотворение, все как-то стало легче. А вот такое шуточное, вот как басня, наверное, что-то есть. Нам не подходит это время года. Для выборов оно не учтено. Все нужно рассчитать и для народа продумать так, чтобы всем все подошло. Не надо летом. Летом много дела. И осенью в садах сезонный сбор. Вы как-нибудь без нас пишите это. Но так, чтобы не возник между нами спор. Зимой холодно. Зимой непогода. И печь топить, и гости день-деньской. Вы нас... Не помню. Вы нас спросите, для народа подходят выборы или концерт зимой? А что весна? Весна, пора посева. Все нужно, все просыпается от спячки, мы спешим, все посадить, все рассчитать. И это дело важнее всего, мы неразлучны с ним. Но что нам выборы, концерты и театры? Все разговоры, нам же не до них. Все эти просвещения для народа. Народ прекрасно проживет без них. Мораль всего стихотворения. Но сколько нужно нам мучения, вновь пережитого с лихвой, без просвещения мир слепой. А выборы пройдут без нас, в который раз и не за нас. Еще что-нибудь? Да, похвалу. Ну хорошо, давайте похвалу. Все лето знойное, жара. Хожу по пляжам с пахлава. На языке моем дыра, а я кричу все: пахлава. С утра до вечера тружусь, на солнце таю, но держусь. Забот на голове, чалма. Ах ты, медовая моя. Самого.
мягче, чуть мягче. Еще чуть-чуть, и, наверное, будет смешно. Нет, опять не получилось, опять боль. Люди не так просты, как кажутся, и не так сложны, как воображают. Как много я могла бы сделать, научить других, самой научиться. Я проложила бы путь, где дороги нет, изменила бы русло рек, горы могла бы свернуть, революции, катаклизмы. В делах моих могла бы, но лень. В природе все подчинено закону равновесия. В основе мира лежит глупость, а в основу глупости легли, соответственно, дураки. Они двигатели прогресса и, следовательно, конца всего, потому что обладают энергией физической. А в это время обладатели энергии интеллектуально загадочно улыбаются своим гениальным мыслям, так как стоят же выше всей этой творящейся вокруг глупости, чешут затылок и вновь возвращаются к вопросам бытия, сущности вещей, которые по важности и, бесполезности граничат с масштабами Вселенной. А тут еще мы, все остальные, типа посредник между недо и пель, бегаем между ними, уравновешиваем, успокаиваем, обманываем, во благо, конечно. Где надо, не доделываем, изредка переделываем. В общем, исправляем. А может, ну его это равновесие? Наверное, помните, в прошлом году было очень много разговоров по поводу конца света. Все СМИ были заполонены различными предположениями. По этому поводу мне хотелось бы тоже поделиться своими мыслями. Правда, причину я предлагаю искать внутри каждого из нас. Искупление. Мои слова стали последней каплей. Среди миллиардов тяжких они были ничем, но именно меня оставили расплачиваться за все. Я стала ответственна за чей-то недобрый взгляд, чье-то тяжелое слово вслед, наверное, удар тяжелым тупым предметом, слезы ребенка и старенькой матери, предательство друга и трусливый удар в спину, огнестрельное и ножевое и какое-нибудь еще возможное. Почему я, почему одна и почему за всех? Все просто, потому что в масштабах Вселенной моя хата с краю и тому подобное не проходит. Да, мы разные. Добрые, злые, бескорыстные и скупые, тупые, завистливые и милосердные, вспыльчивые, крикливые, молчаливые, смешные и серьезные, недотепые и важно пузатые, хитрые, зловредные и наивные, трусливые, жестокие и безрассудно смелые, готовые вытащить из огня незнакомого ребенка ценой своей жизни и могущие убить, продать, предать самого близкого и родного человека ради мелкой наживы или нахлынувших недостойных эмоций. Это все мы, это все я. К сожалению, или, может быть, к неведомому несчастью, мы одно целое. Мы — это человек. Мы клетки одного организма. Лысый ударил чернокожего, то ударил себя. Ну, как-то так, наверное. И потому сейчас я стою под тяжелым палящим солнцем. Казалось бы, выбранная рулеткой судьбой, а на самом деле самой собой. Все начиналось со слова, им же и закончится. Жаль только, что последнее слово уже произнесено мной. И слово это ненавижу. Сны. Гибнет мир, придуманный мной, умирает тихо, без печали. Провожаю я его слова глазами, с ним прощаюсь, умираю с ним. И не будет больше ярких красок, света, что рукой потрогать можно, и людей, видимо, незнакомых, и шагов шуршащих, осторожных. Я как все, отныне и до скома, сколько там отсчитано и дано, как с разбега в ледяную воду, в мир другой, и я другой не буду. Устали крылья, истрепались, перед дождями станут ныть. Так много боли и печали моим слезам не утолить. Грехов, как пыли на дорогах, с наверсток, счастья и любви. Традиционно за проступки многих расплачивается один. В жанре горькой иронии «Остановите землю». Остановите землю, я сойду. Не остановите, я спрыгну на ходу. Убийцы, насильники, чиновники, воры, лжецы, сплетники, клеветники, равнодушные, фашисты, напыщенные дураки и другие им подобные. Как можно вас не любить? Не быть счастливым, живя рядом, не смотреть с радостью в будущее. Как жаль вас будет покидать. Остановите землю, и я сойду. Не остановите, я спрыгну на ходу.
Как быстро разрешаются сомнения, и удивительно, что они вообще в тебе рождаются. Мир для тебя настолько прост, понятен. Это белое, это однозначно черное. Ни оттенков, ни полутонов, ни шансов на спасение. Исповедь старого татарского дома. Я рождался из глины и воды. Руки Создателя придавали форму моим составляющим. Кровь, пот и энергия Создателя входили в меня. Я поднимался над землей, будучи частью ее и Создателя. Когда все случилось, я уже существовал в нынешней своей форме. Все эти годы я впитывал в себя чувства, мысли, тепло своего Создателя и его семьи. Мне нравилось, когда живущие во мне перед тем, как войти, снимали с конечностей твердое покрытие и тихо, словно гладя, ступали по моей поверхности. Мне приятно было чувствовать, когда маленькое крылатое существо извне со странными звуками вбегало в мои двери и начинало ошалело метаться из стороны в сторону, смешно размахивая крыльями и легко щекоча пол. Обычно оно изгонялось особой формулой «тефчах» и взмахами очищающего предмета под названием «стурки». Когда все началось, тревоги еще не было. Все было неожиданно, быстро и как-то странно. Раньше я думал, что ничего не боюсь, кроме разрушения, но оказалось, что это не самое страшное. В то раннее весеннее утро я остался один. Еще некоторое время в дверь заглядывало крылатое существо, но его уже никто не гнал. Оно испуганно оглядывалось вокруг, однако дальше идти не решалось, а через некоторое время и оно покинуло меня. Отныне во мне жили лишь тоска и одиночество. Изредка, даря надежду, навещали тени прошлого, скользя от одной стены к другой, но и они уходили в счастливое прошлое. Однажды мои двери распахнулись, и вошли чужие грязные существа. Внешне они немного походили на Создателя, 2 ноги, 2 руки и то, что называют головой, но теперь я знал точно, внешнее сходство ничего не значит, а внутри они были другие. Какие-то растерженные теплые клочья висели там, где у Создателя жил теплый комочек. Они протопали голыми конечностями, по-хозяйски заглянули в углы, и когда они уже собирались устроиться надолго, их не стало. Я так захотел. Я чувствовал, что пустоту внутри меня заполнить уже нельзя. Те, кто меня создал, те, кто жили во мне, чьей жизнью жил я, уже никогда не придут. Они остались где-то там, в далекой пустынной земле, и она забрала их в себя. Это я знал точно. Не зря же я часть этой самой земли. Сначала и я хотел уйти, как они, но остался. Остался, чтобы увидеть, как однажды откроются двери. Пусть не мои, других домов, и они вернутся. А может быть, и я пущу в себя кого-нибудь, похожего на него. Может быть, когда-нибудь. Перевод стихотворения Марии Цветаевой к блоку. Senin adın eldeki kuş, adın senin tildeki buş. Dudaklarının bir hareketi, kumuşçançıkların salkın lezzeti. Senin adın bir yengel nefes, adın senin 5 adet söz. Күз япрақлары аяқ астында, bu алтын реңкілер саңа яраша. Күздің көздері яғмұрмен ағылай, кірпіклеріңден тұзланып тамлай. Не ағылайсың сен, аят ашыққа, күзде біраздан айланыр қышқа. Бір şey бітер, күнің башқа, текрарланмайды. Өмір қайырдан, ешбір қадамсыз, башланылмайды. Su anası, havada sönген sözler, ағарған реңкілер, Сонки бақыш сағылықлашқан, сонки дұйғылармен ташып аққан, ашыққан, дудақтан тебет шумтайды. Көзде тұзлы тамчы қалды, кері қайтқан yolға бақып, кені ашыққан. Салқын елмен елге тейді, санки тайды, суға керді, айданды кері бақып, сағыл ашып. Buyurunuz. Hayallar,
Ne kadar var gayretinde, bu konuda gölgenin ucu, yüreğinde yanarlar ucu. Bu hayatta yok, yok yok, kalbi bozar boyundayım, yaşam kalbi içim, bir korkuçum, sürekli oluyor şirketin derdim. Panik yelpazeni sık sık yelpiretti. Yüzüne baksam buna ağlayacak gibi. Ne de olsa kart oldu. Ondan bana iki ufak tefek şey kaldı. Ben ise kafeste tutulgan kuş gibi serbest oldum. Eldiden sonçaslı yaşamak gerekirdim. Öyle değil mi? Bir konuya bakmağa da kulör de belledim. Lakin yok. Yalvaran dinleyin beni. Şimdi tamam candan sevgen yarımın kavuşmağa, onun dostu, yardımcısı, fikirdeşi, baklı olmağa ve tekrar rahatlanmağa vakit saat geldi. Ama nasıl bu fani dünyanın her şeyi tıs posal hizmeti? Игра, жизнь есть борьба. Площадь квадрата. Корпус левее. Ты же умеешь делать ловко. Жизнь – это долгая тренировка. В синем углу ринга мое имя. Ну же, малыш, мы же можем не быть вторыми? Ну же, малыш, мочи кулаками стальными. Что, потемнело в глазах? Теряется горизонт? 10, 9, 8. Но это разбитая бровь. Это, малыш, и есть любовь. Перед глазами всплывает лунный желтоватый круг. Я беспробудно вру. Да ладно, все будет. Трижды ударившись в озимь, станешь же птицей. Корпус вперед, вставай на дрожащие ноги, слышишь? Вставай! И подольше не уставай. Это возможная плоскость для действия, ринг по канаты. Площадь квадрата 6 на 6, дальше за край. А зачем нам края? Уже различаешь лица? В красном углу ринга с расквашенным носом я.